Верховный суд Чувашской Республики готов огласить приговор тому, кто, по версии следствия, в течение долгого времени сам выполнял роль эдакого третейского судьи в криминальном мире региона. Ранее в занятии высшего положения в преступной иерархии Андрея Финогенова признала виновным коллегия присяжных. Но теперь подсудимый вряд ли считает это престижным. Вы являетесь положенцем по Чувашской Республике? Такие моменты, как говорится, некорректно сейчас это обсуждать. Некорректным это стало обсуждать после принятия в апреле 2019 года закона об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. До этого так называемые криминальные авторитеты с гордостью подтверждали свой статус на камеру. Именно принятие этого закона позволило оперативникам МВД по Чувашской Республике вплотную приступить к сбору улик в отношении одного из лидеров преступного мира региона, известного в определенных кругах под кличкой Фин. Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике при взаимодействии с коллегами с 20-го отдела Главного управления уголовного розыска МВД России, Управления ФСБ, Управления СИН по Чувашской Республике была проведена достаточно кропотливая работа по сбору доказательств именно причастности Фина к занятию высшего положения в преступной иерархии в статусе положенца. О противоправной деятельности ранее привлекавшегося к уголовной ответственности чебоксарца оперативники, естественно, знали и раньше. Какая бы преступная группировка ни была в разработке, практически всегда всплывало имя Фина. Приятно было познакомиться с тобой. Ну ты самый главный тут в городе. Ну да. Ты решаешь все вопросы, что ли? Я смотрящий за город. Ну все, понял. По оперативной информации, все так называемые «смотрящие», как показанный главарь Алатырской ОПГ, назначались и контролировались Финогеновым. Фину все это позволял статус положенца, которым он был наделен по всем законам криминального мира. После убийства предыдущего положенца в 2002 году нижегородскими ворами в законе была организована сходка в городе Нижний Новгород, где присутствовали также криминальные лидеры нашего региона. На данной сходке в присутствии 12 воров в законе Финогенов был назначен положенцем по Чувашской Республике, то есть на положение вора в законе. Заручившись поддержкой ряда лидеров преступного мира, Фин, по сути, получил бразды полного управления в криминальных кругах Чувашии и право наставлять братью в духе воровских традиций. Если я тут положенец говорю, да, значит, вокруг меня все друзья, да, должны быть конкретно. Я их не должен подвести, и они меня не должны подвести. Поэтому мы должны следить за каждым нашим словом и за каждым нашим делом. Но за каждым словом и за каждым делом Фина с подвижниками следили и правоохранители. В декабре 2019 года по месту жительства лидера и его ближайшего окружения прошли обыски. Изъято 1,5 миллиона рублей, более полусотни мобильников, коробки с продуктами и сигаретами. Фамилия, имя, отчество? Финогенов Андрей Анатольевич. В криминальных кругах кличка есть? Нет никакой клички, не знаю, что это такое. Не знаешь. В Чувашской Республике положение в криминальном мире имеешь? Не знаю, что это такое, о чем вы говорите. 17 декабря 2019 года Следственным управлением МВД по Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Был проделан огромный массив работы. Расследование уголовного дела сопровождалось определенными сложностями. Это было связано не только с активным противодействием стороны защиты, но и скудностью судебно-следственной практики, я бы сказал, наверное, отсутствием судебно-следственной практики. Десятки опрошенных свидетелей, 40 томов уголовного дела, уникальные методики расследования. В ходе следствия инициированы и проведены ряд судебных, криминалистических, лингвистических, технико-криминалистических и почерковедческих экспертиз. В качестве специалистов привлечены представители научного сообщества, занимающиеся исследованием преступной иерархии в Российской Федерации. Благодаря слаженной работе оперативников и следствия, вопреки ожиданиям фигуранта, коллегия присяжных сочла доказательства его вины убедительными. В Верховном суде Чувашской Республики решили еще до Нового года поставить в этом деле точку. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев без штрафа. Решение суда еще не вступило в законную силу.